Вы смотрите «Итоги дня», где мы расскажем вам о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. Перспективы сотрудничества двух регионов в экономической, социальной и культурной сферах. Глава Якутии провел рабочую встречу. В аэропорту Якутска встретили раненых бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Для участия съехались кадеты, юноармейцы и ученики военно-патриотических классов со всей республики. Состоялся второй фестиваль «Армейский городок». Старая добрая сказка в новом исполнении. Русский театр имени Пушкина готовится к премьере спектакля «Королевство кривых зеркал». Финалисты заслужат право выступить на чемпионате России. В столице республики проходят чемпионаты и первенства ДФО по кикбоксингу. Айсан Николаев провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и сенатором Российской Федерации от Херсонской области Константином Басюком. Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух регионов в экономической, социальной и культурной сферах. В ходе встречи определены вопросы дальнейшего взаимодействия Якутии и Херсонской области по восстановлению экономики нового региона России. Особое внимание участники встречи уделили вопросам поддержки военнослужащих из Якутии, которые служат на территории региона. Глава Якутии выразил поддержку жителям Херсонской области. Напомним, что 30 сентября 2022 года Херсонская область была включена в состав России вместе с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской областью. Мы обсудили экономические вопросы, касающиеся развития на территории Херсонской области. Очень много мест для рекреации. Поэтому это интересно северянам обычно построить какой-нибудь там или санаторий, или еще. И жилье можно строить, потому что мы начинаем сейчас, уже начали новый город строить на побережье Азовского моря и моря Севаш. Коснулись темы о будущем, потому что в будущем, очевидно, эти направления будут еще более усиливаться экономически. Ну и, естественно, мы не обошли стороной, поговорили о воинах, якутах, которые сейчас находятся в том числе и на территории Херсонской области. В аэропорту Якутска встретили раненых бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Их встретил советник главы республики Александр Канин. Перед возвращением на родину военнослужащие проходили лечение в военных госпиталях, и сейчас им предоставлен отпуск по ранению. От имени главы республики Айсана Николаева Александр Канин вручил военнослужащим якутские ножи. Якутские ножи каждому бойцу, вернувшемуся на родную землю, вручаются в знак большого уважения и гордости, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих. Добровольцем 18 июля, краткосрочный контракт. Полтора месяца служил в Херсонской области, получил ранение в результате ударом Хаймерса. На 4-м этаже был и упал. На 1-м оказался, в госпитале пролежал. Если скажут, обратно надо, поеду, как восстановлюсь. В Якутской кадетской школе-интернат открыли памятный стенд погибшему при выполнении воинского долга в специальной военной операции выпускнику кадетской школы Егору Татаринову. В открытии приняли участие его одноклассники, друзья, учителя и родные. Егор Татаринов родился 21 декабря 1994 года в Вилюйском районе. С 2018 года проходил военную службу по контракту в должности старший разведчик-пулеметчик. С февраля прошлого года участвовал в спецоперации в Украине. 16 марта 2022 года погиб при исполнении воинского долга. Указом президента России награжден орденом мужества посмертно. Татаринов Егор поступил в нашу школу, в кадетскую школу в 2011 году. Я как классный руководитель того времени с 2011 по 2013 год вел их класс. И Игорчук всегда отличался именно своей готовностью прийти на помощь. Мы его записали в спортивные секции бокса и рукопашного боя. Он запомнился нам всем очень отзывчивым парнем. Он был очень дружелюбным. А в Якутском автодорожном техникуме открыли мемориальную доску памяти Ярослава Грекова. Он был участником СВО и служил в 14-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения. О памяти героев настоящего времени в следующем материале.
Он был воспитан в духе патриотизма и твердой решимости служить в рядах российской армии. По словам мамы Ярослава Жанны Грековой, в 2017 году он заключил договор на контрактную службу и год назад отправился в зону спецоперации в составе 14-й отдельной бригады спецназа в качестве разведчика. Его жизнь, она была не случайна. Он был военным по своему признанию и по своему убеждению. Сначала, с февраля спецоперации, он служил, исполнял свой долг и погиб 23 августа. Практически полгода он был в зоне боевых действий. В Якутском автодорожном техникуме Ярослав окончил направление коммерсант на транспорте и после армии успел 3 года проработать по специальности. Педагоги вспоминают его как решительного, исполнительного и дисциплинированного юношу. Все, что, значит, учителя, преподаватели делали для этой группы, он пытался сделать так, чтобы самый первый показать то, что нужно было сделать. Это может быть какие-то самостоятельные работы, сделать реферат или доклады какие-то. Кроме этого, я как преподаватель наблюдала за ним. Он очень хорошо, значит, относился к своим товарищам, делал многое для них и пользовался большим авторитетом. Молодой человек погиб в конце августа 22 года и посмертно награжден Орденом Мужества. Его пример долго перед Родиной останется в памяти многих на долгие годы. И подрастающее поколение студентов, глядя на мемориальную доску, будут знать о героях нашего времени. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В канун Дня защитника Отечества на площадке учебного военного центра СВФУ прошел второй фестиваль «Армейский городок». Для участия в нем съехались кадеты, юнармейцы и ученики военно-патриотических классов со всей республики. На фестивале школьники могли познакомиться с работой специальных служб, примерить на себя обмундирование сотрудников ППС, посмотреть на образцы оружия музейного и современного из арсенала якутского ОМОН. На фестивале побывала и наша съемочная бригада. Патриотическому воспитанию в нашей стране и в республике в частности уделяется большое внимание. И одним из крупнейших мероприятий является фестиваль «Армейский городок», который во второй раз прошел на территории учебно-военного центра СВФУ. В течение дня школьники со всей республики могли ознакомиться с работой силовых структур, узнать о правилах поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны, внутренних дел и МЧС, а также потрогать, примерить и подробнее узнать об оборудовании и снаряжении специальных подразделений. Можно познакомиться с работой экспертов. Вот они представлены здесь у нас, специальный чемоданчик. Значит, и как работают, они объясняют, как работа экспертов проходит. Для работы государственного инспектора безопасности дорожного движения и есть композиция для батальона патрульно-постовой службы полиции. То есть представлены здесь также автомат Калашникова, пистолет Макарова. То есть и ребята могли подходить и ознакомиться с работой данных подразделений. Одним из главных партнеров фестиваля является якутское отделение ДОСААФ России. На фестивале школьники могли познакомиться с направлениями, по которым работает отделение. Мы развернули учебные места. Это то, что мы показываем и приобщаем ребят к спорту, к службе в армии. То есть то, что они могут пощупать, почувствовать, побегать, прожить своей жизнью сами. Значит, здесь представлен у нас страйкбольный клуб, представлен клуб подводного плавания, представлен клуб военной реконструкции, военно-исторической реконструкции. Почетным гостем фестиваля стал Владимир Лукин, заместитель директора Центрального музея вооруженных сил. От фестиваля Владимир Витальевич получил только положительные впечатления и отметил, что не каждый крупный город может похвастаться проведением мероприятия такого уровня. Разбирают, собирают оружие. Органы МВД представляют здесь всевозможное оборудование ДПС, спецназа. Работает полевая кухня, стоят пожарные машины. И все это можно потрогать, везде можно, так сказать, забраться. И то есть я вам скажу, что, конечно, несмотря даже на такую вот холодную погоду, ребята с удовольствием все это делают, а это очень дорогого стоит. Многие из ребят, которые посетили фестиваль, в будущем планируют связать свою жизнь либо с военным делом, либо со структурами МВД и МЧС. И подобные мероприятия позволяют им узнать все интересующие тонкости и еще раз укорениться в выборе своей будущей профессии.
Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. С начала частичной мобильной операции при Комитете по молодежной и семейной политике было принято решение о возобновлении работы всероссийской акции «Мы вместе». С этих пор волонтерский корпус не прекращал работу. Сегодня с семьями мобилизованных и служащими ребятами проводится большая работа. Особый упор делается на психологическую поддержку. При комитете работает специалист-психолог, который постоянно находится на связи с семьями бойцов. С начала мобилизации у нас был открыт сбор при комитете посылок. Как именных посылок мы отправили 3 партии, так и помощи в общем с Ленского района от простых жителей и от больших организаций к нам поступали различные необходимые вещи, продукты питания. Всегда отличался Ленский район добрыми, отзывчивыми людьми. И никого не прошла мимо эта история со специальной военной операцией. И выходят даже с семейными подрядами, помогают колоть дрова, помогают решать какие-то бытовые вопросы, поменять замки, привезти воду. Помощь родственникам мобилизованных поступает отовсюду, от властей, волонтеров и простых жителей. Сегодня Комитет по молодежной политике помогает и военным, находящимся в госпиталях, передает посылки с медикаментами, витаминами и поддерживает их боевой дух письмами из дома. Районная администрация занимается закупкой всех необходимых бойцам вещей, техники и обмундирования. С недавнего времени неравнодушные ленчане организовали еще одно волонтерское движение и в силу своих возможностей помогают бойцам в зоне СВО. Предприятие «Хлеб» Нерюнгринского района участвует в гуманитарной помощи мобилизованным якутянам и их семьям. Продуктовые корзины и вещи первой необходимости были отправлены через волонтерское движение. На нашем предприятии тоже есть люди, у которых находятся на службе сыновья, мужья. От предприятия «Хлеб» мы им тоже помогаем. Выделяли им разово по мешку муки, сахара, масла. Также нашим деткам мы организовывали театральное представление, покупали билеты, делали, как и всем деткам, новогодние подарки. Знать героев в лицо в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. В историческом парке «Россия. Моя история» будет работать видеофоновая выставка «Герои и подвиги». Экспозиция подготовлена Российским военно-историческим обществом и отражает основные исторические вехи. Подробнее в материале Галины Чекуровой. На выставке представлены истории не только героев Великой Отечественной войны, но и тех, кто стоял на расцвете российского государства. Александр Невский, Петр I и многие другие известные нам имена и их истории можно узнать на фотовыставке в музее «Россия. Моя история». Конечно, не остались и без внимания герои наших дней. Одним из тех, которым посвящена выставка, стал полковник Владимир Жога, получивший смертельное ранение в марте 2022 года, когда обеспечивал выход мирных жителей из Волновахи. И таких людей, как Владимир, представлено 49 человек. На этой выставке представлены скорее все герои, которые так или иначе сражались за государство, за народ, за себя и за своих близких. Экспозиция рассказывает истории подвига героев прошлого и настоящего, среди которых один из лучших одиночных снайперов среди женщин периода Великой Отечественной войны Роза Шанина. Участник героической обороны Севастополя Константин Ольшанский, бойцы и командиры подразделений специального назначения, морские пехотинцы, офицеры подразделений воздушно-десантных войск, летчики асы и многие другие. Главная цель проведения выставки – патриотическое воспитание молодого поколения. Я человек уже с опытом, проживший жизнь. Я всегда говорю, что любовь к родине – это самое важное. Уважение к его символу, его истории, глубокой, тысячелетней истории. И наша Якутия, как субъект Российской Федерации, которая отдала своих сыновей ради защиты, справедливости, борьбе против нацизма, фашизма, освободившая саму Германию от фашизма и Европу от фашизма, продолжает вести такую же политику и в 21 веке.
Выставка «Герои и подвиги» – это дань уважения и благодарности всем героям нашей страны. Узнать о героях России, изучить прошлое и окунуться в историю нашей необъятной страны можно до 25 февраля абсолютно бесплатно. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. «Золотая осень на Лене» – выставка с таким названием открылась в Национальном художественном музее. Галерея живописных полотен принадлежит кисти художника Виктора Петрова. Персональная выставка посвящена его 95-летию. В выставочное собрание вошли картины разных периодов творчества мастера. Все работы посвящены родному краю, красоте якутских пейзажей и широте ленских просторов. Река Лена стала главной музой в творчестве Виктора Петрова. Именно ей посвящено наибольшее число его работ. Выставка «Золотая осень на Лене» продлится до 19 марта. Пейзаж, он как бы излучает душу самого художника, его вот эту взволнованность, любовь к этой природе, к родной. Конечно, очень он как бы певец этой нашей реки Лены, поскольку он открыл для нее вот эти закаты, вот эти рдеющие багрецом краски осенние. Это вот щедрой волной закатывается синий цвет. Ну, вообще, я скажу, что вот эта вот пластическая гармония, цветовая, она в каждой его работе. В преддверии праздника состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Мероприятие организовано в поддержку участников специальной военной операции, мобилизованных, контрактников и добровольцев. На концерт также приглашены сами участники СВО. Это демобилизованные и находящиеся в отпуске, а также ветераны боевых действий. В Доме дружбы народов имени Кулаковского выступили ансамбли, студенты Якутского колледжа культуры и искусств и другие. К сожалению, я вот вижу по настроению, как люди приходят, они делятся, они вот видно, что действительно народ един. От себя хочу пожелать, что нашим воинам это мужество, стойкости и самое главное, чтобы не было материнских слез, чтобы все живыми, здоровыми вернулись домой. Сейчас прохожу вот реабилитацию, и во время реабилитации вот меня вот позвали на данное мероприятие. Эти моменты, они разгружают бойцов. В тех местах вот поддержка очень важна. Вот это помогает нашим бойцам вот, прожить этот день и завтрашний день. Еще один концерт в поддержку семей мобилизованных граждан прошел в Якутске. Вместе мы большая сила, вместе мы одна семья. В рамках концерта в течение дня для детей, чьи отцы были призваны на СВО, провели 5 различных творческих мастер-классов. Для своих отцов дети своими руками сделали открытки и обереги. Стоит отметить, что Дворец детского творчества совместно с правительством проводят такие мероприятия не первый раз. Вот эти обереги будут помогать папам, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. Я считаю, что все начинается с семьи. И сегодня, когда мы говорим о патриотизме, надо говорить о семье, потому что любовь к родине начинается с семьи. Старая добрая сказка в новом исполнении. Уже совсем скоро в Русском театре имени Пушкина состоится премьера спектакля «Королевство кривых зеркал». Это новая постановка по оригинальному произведению Виталия Губарева. Автор инсценировки – финалист всероссийских литературных премий Анна Пшенникова. Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств республики Петр Скрябин. Художник-постановщик Оксана Адамова. Однажды школьница Оля взглянула в самое обычное зеркало, которое висело дома в прихожей, и неожиданно отправилась путешествовать в волшебную зазеркальную страну вместе со своим отражением, озорной девочкой Яло. Так начинается сказка, любимая всеми поколениями после выхода фильма Александра Роу. Но в исполнении артистов Русского театра она заиграет новыми красками. Специально для этого из города Нерюнгри прибыл художественный руководитель театра кукол Петр Скрябин. Название оставляем, это очень такое всем знакомое, известное название. И все эту сказку знают и любят. Ну вот решили попробовать как бы в новой версии, в новом прочтении. Хотя там ничего такого революционного нет, но тем не менее детям будет интересно, я надеюсь, юному зрителю. Роли главных героинь-близняшек исполняют актрисы с разным цветом волос, глаз и даже разного роста. Самое сложное тут – научиться в точности копировать движения и мимику друг друга. Когда сказали, что эти роли будем исполнять мы очень удивились. Пока что мы специально останавливаемся в какие-то моменты и начинаем прямо пытаться зеркалить друг друга. А потом, я уверена, это все обвыкнется, обживется, и это будет получаться уже само собой.
А вот внешнее преображение в близнецов для работников театра – самая легкая задача. Здесь уже начинаются чудеса и волшебства наших костюмеров, гримеров, художников по костюмам. Честно сказать, нам даже самим интересно, то есть как сейчас это чудо, волшебство, перевоплощение, преображение в близнецов, как оно произойдет. Самим очень интересно. Швейный цех театра тоже работает в ускоренном порядке. Каждый костюм для этого спектакля создавался с нуля. Под каждого актера он шьется индивидуально. Каждая мельчайшая деталь пришивается в соответствии с эскизом. Эскиз, значит, абаш. То есть вот то, что нарисовал художник, то изготовляется у нас на ткани. Все, то есть лапки здесь, лапки на ткани. Премьера «Королевства кривых зеркал» состоится на сцене Русского театра 4 марта. Автор инсценировки уверяет, что в этот раз Оле и Ело удастся вызволить мальчика Гурда не так легко, как это было в фильме. Мария Кардашевская, Джилстан Викентьев, Якутск. Около 300 спортсменов участвуют в чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. Отметим, что данные соревнования проводятся в память о первом чемпионе мира из Советского Союза Александра Иванова. Финалисты турнира заслужат право выступить на чемпионате России. Подробности у Светланы Амосовой. Во Дворце спорта 50 лет Победы состоялось открытие чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. На соревнования приехали спортсмены из 7 регионов – Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей, а также Республики Бурятия. На этих соревнованиях участвует 41 спортсмен из Приморского края, из них 6 девушек. Ребята готовились к этим соревнованиям ответственно, потому что у нас недавно прошел краевой турнир, и самые лучшие сейчас представляют и отстаивают честь Приморского края, именно уже на Дальнем Востоке. В этом году чемпионат проводится уже в 21 раз и впервые по 2 дисциплинам – фулл-контакт и К1. Спортсмены будут состязаться по 3 возрастным группам – мужчины и женщины, девушки и юноши, а также юниоры. Подготовка шла 3 месяца, мы готовились, держали вес. Самое тяжелое это была подгонка веса, а так мы полностью готовы и будем показывать завтра хорошие результаты. Честь сборной хозяев турнира защитят 96 спортсменов. Из них около 70 – это дети. Подготовки у нас шли очень хорошо, интенсивные подготовки были. Подготовки шли в спортивном комплексе «Дахсун» и училище Олимпийского резерва. Настрой у ребят, глаза горят, все хотят победить. Во время открытия за кулисами 12-летний Павел активно готовится к предстоящим схваткам. По словам тренера, у мальчика хороший потенциал. Я с 8 лет занимаюсь кикбоксингом, и мне это очень нравится. От этих соревнований я хочу набраться опытом и победить. Соревнования будут проходить до 26 февраля включительно. Все финалисты чемпионата заслужат право выступить на чемпионате России, который пройдет в ноябре в Перми. Светлана Амосова, Семен Семенов, Якутск. 23 февраля в Кемерово стартуют вторые зимние международные игры «Дети Азии». В гонке по лыжам в составе якутской сборной побежит и нерюнгринский спортсмен Вадим Кривоногов. Юноша усиленно готовился к соревнованиям в течение года в Новосибирске под руководством тренера Виктора Васильева. Вадим пришел заниматься в лыжную секцию «Метелица» к Александру Лукьянову в 8-летнем возрасте. Как детский тренер, воспитавший немало чемпионов, Александр Владимирович гордится своим воспитанником, которого поставил на лыжи и привил любовь к этому виду спорта. Первый тренер Кривоногова считает, что 14-летний спортсмен – надежда не только республики, но и всей России. Со 2 класса по 9, можно сказать, по 8, сейчас он в 9 классе, он тренировался со мной. Очень любит работать, выполняет большие колоссальные объемы, даже в маленьком возрасте. Мы тренировались не по-детски. Надеюсь, всегда надеюсь, на спортсмена волнуешься. Сейчас меня пригласили в составе делегации поехать на Дети Азии. Я вылетаю туда где-то 24-25 открытия. Хочу там уже где-то стоять, можно сказать, на лыжне. Может быть, услышит там мой голос, и я думаю, ему это поможет.
На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.